насколько долго Соединенные Штаты, в первую очередь, их европейские партнеры готовы продолжать всячески стимулировать военную конфронтацию на Украине? Ну, во-первых, я бы еще раз отметил, что конфронтация Соединенных Штатов с Россией действительно надолго. И даже если боевые действия на Украине тем или иным способом прекратятся, американская политика продолжит иметь остро конфронтационный характер в отношении России и дестабилизирующий характер на постсоветском пространстве. Что касается непосредственно украинского конфликта, то Соединенные Штаты будут вынуждены корректировать свой подход во второй половине этого года. Значит, это связано с несколькими факторами. Первое – военное истощение, обнуление запасов, резервов вооружений, находящихся на складах и Соединенных Штатов, и особенно западноевропейских стран. Вот только что прошло заседание министров обороны стран Европейского Союза в Стокгольме, где предварительно было принято решение передать киевскому режиму все имеющиеся на складах европейских стран артиллерийские снаряды 155-миллиметрового калибра. Вот если они сейчас в моменте передают все, что у них есть, да, это означает, что через несколько месяцев они уже ничего не смогут передавать, потому что быстро произвести и пополнить резервы невозможно. На перевооружение Европы и Соединенных Штатов уйдет несколько лет, не несколько недель и не несколько месяцев, а несколько лет. И поэтому Соединенные Штаты понимают, что они и европейские их сателлиты могут сохранять нынешний темп военной поддержки Украины очень ограниченное количество месяцев, вот до осени этого года. Это первое. Второе. Именно летом этого года будет полностью исчерпан, израсходован тот бюджет на поддержку Украины, который был принят Соединенными Штатами еще при предыдущем составе Палаты представителей в конце прошлого года. Встанет вопрос о принятии нового бюджета. И здесь как раз тот республиканский фактор, который вы отметили, начнет играть решающую роль. Потому что в Палате представителей республиканцы не склонны выписывать Украине открытые чеки, не склонны сохранять даже нынешний уровень поддержки. Они выступают за уменьшение расходной части бюджета и за то, чтобы сокращать поддержку Украины, тем более, как вы правильно отметили, все большая часть республиканцев, республиканских политиков, главным противником Соединенных Штатов считает Китай. И вполне обоснованно считает, что та поддержка, которую Соединенные Штаты оказывают Украине, ослабляет их способность помогать Китаю.